Как бы эта тема была неприятна, о ней нельзя молчать, ведь в ней может оказаться каждый наш соотечественник, чей-то сын в любое время, каждый день. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Тело еще одного гражданина Таджикистана, отбывавшего наказание в России, убитого на войне в Украине, передано родственникам. По словам родственников, 47-летний Билбул Давлатшоев из района Дусти Хатлонской области с 2007 года отбывал наказание в тюрьме Санкт-Петербурга за незаконный оборот наркотиков, но он был убит на войне в Украине. Представители Хукумата района Дусти 11 января подтвердили данное известие, но подробностей не предоставили. Один из родственников убитого сказал, что по информации российской стороны Булбул Давлатшоев 19 октября 2022 года отправился из тюрьмы на войну в Украине. Остается только догадываться, каким образом осужденный попал в зону боевых действий в другой стране. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что на войну попадают не только заключенные, но и обычные студенты и те, кто хочет получить гражданство Российской Федерации? Эрадж Давлатшоев, брат Булбула, сообщил 12 января, что российские власти назвали официальной причиной его смерти пулевое ранение в грудь и сильное кровотечение. Для Давлатшоевых непонятно, на каких условиях он был отправлен на войну в Украину. Владелец ЧВК «Вагнера», близкий к Владимиру Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин, ранее пообещал заключенным помилование в обмен на участие в войне в Украине. Россия уже несколько месяцев отправляет на войну с Украиной заключенных из российских колоний, в том числе осужденных за тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления, убийства, грабежи, изнасилования. Представьте, если они выживут и вернутся на родину, их помилуют, они будут насиловать дальше. Некоторое время назад стало известно, что вербовкой занимается лично Евгений Пригожин. Он летает по тюрьмам в европейской части России и агитирует заключенных ехать в Украину. Эта практика вызывает много вопросов у правозащитников, особенно то, что завербовавшимся на фронт и заключенным обещают помилование, если они выживут через полгода военных действий. В декабре 2022 года в Хатлонской области похоронили 2 человек, которые, по словам их родственников и друзей, находились в заключении в России, но неожиданно оказались в Украине и были убиты во время боевых действий в этой стране. Тело 22-летнего Бабаазиза Туйдиева было доставлено из России в Таджикистан 12 декабря и захоронено в его родном Яванском районе. 28-летний Манучехр Шадов был похоронен в районе Кушаньон. По словам родственников, Бабаазиз Туйдиев был задержан в России в сентябре 2021 года по обвинению в хранении наркотических средств и приговорен к 6 годам лишения свободы. Шакимшо Шадов, отец Манучехра Шадова, в беседе 21 декабря не стал вдаваться в подробности, за что был осужден его сын, но отметил: «Скрыли от нас, что его увезли на войну. Ничего сейчас не могу сказать, да и претензий нет, моего сына уже убили». По данным 2-летней давности, в следственных изоляторах и тюрьмах России содержалось на тот момент около 10 тысяч граждан Таджикистана. По некоторой информации, Мехроб Рахмонов, один из 2 граждан Таджикистана, подозреваемых в нападении на Белгородский полигон, до призыва в армию отбывал свой срок в колонии в Брянской области. Как вы относитесь ко всей этой ситуации, что страдают наши соотечественники? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.